что делают осетины? Осетины сразу снимают все вот эти заборы. Это все внутри одного государства происходит, тем не менее. Значит, вторая по величине часть находится в составе Тифлисской губернии, Кутаисскую я назвал уже, да? А третья, самая большая часть, находится в составе Терской области. Значит, к тому времени, к 17 году, правда, уже через какие-то очень тяжелые трудности Зарамаг вернули, так сказать, к осетинам. То есть, ну, не к осетинам, а более здравомысленная схема была. Там Нар, скажем, Зарамаг, вот Туалгом, перешел был в закавказских схемах, значит, перешли эти территории в северокавказские. Там это происходило в 50-е годы. Вот Коста родился через несколько недель после того, как, значит, его родина была, дом его отца стал числиться в Терской области, а не в Тифлисской губернии, чтобы было, вот, так сказать, понятно. Значит, вот в Коста-Хитагора. В этом смысле, значит, к 17 году все было чуть-чуть более здравомысленно, но 3 части оставались. И эти 3 части Осетинский съезд сразу объединил и, значит, заявил о том, что нет никаких альтернатив. Осетия административно едина, тем самым была цель национального осетинского движения еще с конца 19 века, значит, провозглашенная, решена. И, значит, Осетия, следующий вопрос, Осетия, политический вопрос следующий. Значит, административный вот так, политический, при всех вариантах развития событий, что бы ни было, что бы там дальше ни происходило, Осетия остается в составе России. Значит, и, наконец, там был третий очень важный, культурный пункт, что, значит, основой культурного развития осетинского народа будет осетинская школа. То есть школа, где будет преподавание, это я на всякий случай мост к следующему вопросу. Значит, это, значит, школа, где осетинский язык выступает языком, значит, обучения. Потому что без того, чтобы осетинский язык, значит, выступал в качестве языка обучения, ожидать трансляции и, значит, развития осетинской культуры невозможно. Это, значит, если кто-то будет вам рассказывать о том, что можно, значит, обойтись в этом деле без осетинского, да и без любого языка, не верьте, это злонамеренная ложь. Без осетинского языка, как языка обучения в школе, ничего сделать нельзя. Это сегодня самый важный, самый главный, самый, значит, стратегический вопрос существования Осетии. В некоторой степени, в большой, с моей точки зрения, степени и России. Учитывая особенности месторасположения Осетии и взаимоотношений великого российского государства и его осетинской части. Значит, вот как бы, если вы вспомните геополитические, значит, вот эти все значения, варианты, и то, что на Кавказе, значит, является опорой для России во все эпохи и так далее и тому подобное, вы поймете, о чем я говорю. Теперь, значит, продолжая вот этот, как бы, разговор о, значит, Осетии. Вот объединенная Осетия, да, и гражданская война происходит. Гражданская война, понятно, да? Гражданская война. И, значит, в Южной Осетии, ну, национальное движение, значит, выступает против геноцида. Там грузины открыли геноцид и уничтожают Осетию с тем, чтобы физически уничтожить, выгнать и то, и другое формы геноцида по современному международному праву. А, значит, тогда этого международного права с этими определениями еще не было. Поэтому они, не заморачиваясь, все это записали в протоколах,
да, что-то опубликовано, и поэтому, значит, вот то, что они принимали государственные решения, объявив себя, правда, на год позже, чем осетины провели эти съезды, они, значит, плюнули на все формы волеизъявления и провели, значит, объявили себя независимым государством и начали уничтожать, значит, Южную Осетию. Вот там боролось юго-осетинское подполье, партизанское, это где очень скоро демократический, там все было демократически, там был совет национально-демократический. Во-первых, был общий национальный совет, был создан национальный совет, был, значит, уже выбран на, значит, втором съезде, а с четвертого, значит, он стал формальным правительством Осетии на время беспредела. А, значит, и были общие органы, но тогда не было туннеля, коммуникации, значит, препятствовали постоянному, то поэтому они имели там свои, на севере и на юге имели отдельные и был координационный совет. Демократические грузины, так же, как и в Южной Осетии на наших глазах, пытались это сделать. Точно так же и в 18, 19, 20 годах на юге уничтожались. В 19-м они вошли в Цхинвал, и это сделали вот так вот руками. Значит, уничтожались демократические многопартийные институты. Это, не подумайте, что там все были большевиками там, и так далее, как это иногда в советское время пытались представить. Нет. Это были многопартийные, там были эсеры, кадеты, меньшевики и меньшинство большевиков. Но большевики, когда началась партизанская война, у них было больше опыта подпольного. Они были более практическими людьми, и они поэтому быстро наладили, используя вот этот большевистский ленинский опыт, быстро наладили связи, в том числе с Москвой, значит, быстро, значит, создали подпольные, правильные по всем правилам конспирации, подпольные ячейки и прочее, и прочее. И, соответственно, поэтому как бы жизнь их выдвинула на роли руководителей. Поэтому большевистские, осетинские большевики, осетинские, не юго-осетинские, потому что там, значит, скажем, вот знаменитый Знаур Айдаров, вот Знаурский район, это парень из Катгарона, любимец Южной Осетии, один из главных революционеров Южной Осетии, настоящий герой, который там погиб. Значит, там вот этот знаменитый Рамонов, который возглавлял, значит, организацию Чермен по типу Северо-Осетинской Чермен из Даркоха, который был врачом, подписывал бюллетени Ленина потом. Был высокообразованный врач. Значит, вот и так далее. Более мелкие там были. То есть, прошу прощения, свобода. Значит, менее известные фигуры. Это было общее осетинское движение. Это очень важно. Значит, и вот они там на этой территории Южной Осетии, как бы вот в этой борьбе, значит, оказались на переднем плане большевики. И это не помешало им с оказавшимися в 19 году, значит, во главе Северной Осетии, значит, белогвардейцами абсолютно не просто мирно жить, а строить дорогу вместе. То есть вот кто под каким флагом их абсолютно не волновало. И те, и другие защищали свою общую родину, исполняли, значит, решения съездов своего народа и так далее. Вот здесь был Хабаев, значит, полковник белый, который Деникинским правительством был избран съездом осетинского народа и утвержден Деникинским правительством, значит, в должности правителя Осетии. А там был ревком, состоящий из большевиков. Они спокойно, еще раз повторяю, вот эту на всякий случай строили горную дорогу, чистили, держали ее под этим, вместе документы сохранились. Последнее. Иммиграция. Вот осетинская иммиграция, такая тоже была. И здесь они были абсолютно, значит, исключительно. Значит, все кавказские народы, кроме осетин, в эмиграции приняли антироссийские решения. Осетины в эмиграции уже. Вот там, вот, кто потерпел поражение, бежал, белый, там, Советская Осетия, так сказать, там и прочее. Однозначно бесповоротно. Только с Россией.
что Россия наша общая родина. И еще раз повторяю, все, без исключения, включая армян там, и так далее, считается, что армяне, так сказать, наиболее близки по своим каким-то политическим связям и так далее. Вот так. Значит, таким образом, это, значит, абсолютно естественная форма жизни, выбранная самим народом. Чтобы ее разбить, нам время от времени подбрасывают, значит, идейки, значит, подверстывая нас к каким-то никакого отношения к голландской, остинской истории не имеющим, значит, формам завоевательной политики, царизма там, и так далее. Значит, эти репрессивные, как бы, действия и царской, и советской власти, которая уничтожила десятки тысяч людей, как известно, значит, не могут рассматриваться в качестве, значит, действий чужого государства. Вот такое у нас государство, такая у нас своя страна. И так это воспринималось осетинами. Значит, поэтому вот эти карательные экспедиции, потому и карательные, что все происходит внутри. Значит, эти, значит, репрессии, большие процессы, по которым осетинская интеллигенция 20-30-х годов была уничтожена, это тоже репрессивные действия не завоевателей, а своего государства. Значит, надо различать. Чтобы даже для того, чтобы этому противостоять, надо различать, надо понимать, что это никакого отношения не имеет к Кавказской войне, скажем, там, и так далее. Вот в этом же формате все продолжалось вместе с Россией, но единой. Значит, до 25 года продолжалось обсуждение судьбы Осетии. Значит, высшие органы советской власти, ВЦИК, занимался этим. Союзный Центральный исполнительный комитет занимался судьбой Осетии. И комиссия, возглавляемая Микояном, была, значит, словно приняла фактически, уже пришла к решению, что Осетия должна быть, конечно, единой. Понятно, что это требовали осетины, это решили осетинские съезды, это волеизъявление народа состоялось, но они там решали. Значит, ну, в итоге, когда стало ясно, что другого способа нет, комиссию закрыли и силой прекратили это решение. Точно так же, как силой, значит, разделили Осетию в 22-24 годах на две автономии, засунули в две разные республики, оторвали значительный кусок восточной горной территории, Казбекский район, да, и, значит, вот в этом виде все это существовало. Были попытки, они постоянно, значит, возобновлялись. Была попытка вернуться к этому. Да, те люди, которые возглавляли вот это движение, они были все расстреляны впоследствии. То есть они, значит, те люди, которые занимались вот этим, это люди, возглавлявшие как бы Осетию и северную, и южную. Ну, на севере Симон Такоев, Шахандер Мамсуров, там это все другие, все были уничтожены. Значит, тем не менее, во время войны в 1944 году, там, и так далее, на фоне вот всех этих, значит, известных событий, когда, значит, первым приказом Верховного Главнокомандующего какого-то января, в январе 1944 года, вместе с еще несколькими народами был прекращен призыв действующей армии осетин с тем, чтобы их сохранить как народ. Осетины — самое старшее поколение, 26-й год. Вот те, кто был призван, остальных уже не призывали. Значит, и вернули Моздок, Моздокский район и окружающие территории Ставропольского края были осетинскими, как известно. И эти осетины, и казаки, и хуторяне, значит, слишком хорошо жили, чтобы их оставить. И, конечно, были базой вовсе не Красной армии. И поэтому все это было уничтожено, и оставшаяся часть бежала во Владикавказ. Здесь адаптировалось. Сталин прекрасно знал все эти вещи, он хорошо знал Кавказ и Осетию.
Значит, и он вернул Моздок. Значит, и дал, сам предложил по-осетински называть. Сталин был очень образованным человеком, помимо всего прочего, и прекрасно понимал, как должна называться столица Осетии. Существует международная норма, значит, по которой города называются на всех языках так, как они называются на родном языке живущего в них народа. Значит, то есть безальтернативное название для столицы Республики Северная Осетия и Алания, конечно, это Залджикал. И Сталин это, так сказать, вернул, дал, назвал так, как по правилам. Так же, как место верного советской власти по международной норме. Ее не придумали большевики. Вернула, они хотели очень казаться, значит, соответствующими международным нормам. Верный стал Алма-Атой, там, значит, Сыктывкар и все прочее, это же недореволюционные названия. Всем дали название, и Залджикал тоже, почему нет. Вот на этой волне там произошла попытка вернуться к вопросу о единстве. Она не получилась. Значит, потом в 60-е годы при Хрущеве была попытка это, значит, сделать, тоже не получилось. То есть, не получилось, потому что это все как бы противоречило того же Сталина доктрине. Он за несколько лет до Октябрьской революции написал в знаменитой своей статье в национальном вопросе, что осетины должны исчезнуть как народ, южная их часть должна стать грузинами, а северная — русскими. Значит, он своих слов и обещаний не менял, как известно. Он к этому стремился, он, значит, Осетию дробил по возможности. Значит, в 1944 же году, как после того, как были сосланы ингуши, он, значит, часть северной, он, значит, оголил Казбекский район, почти всех осетин выбросил на территорию Ингушетии. Значит, все это делалось, конечно, насильственно. Значит, часть Северной Осетии, то же самое, была передана при этом Грузии. Снято было все население, Саниба, Ларс и прочие осетины были, значит, как бы депортированы на замену ингушей. Значит, а на остальной территории Северной Осетии и на остальной территории Южной Осетии была, так сказать, такая, значит, кампания по, значит, полудобровольно, под нажимом большим государственным собрали людей, чтобы туда переселиться. Я надеюсь, вы это знаете. Те, кто из северных был этих районов, они частью вернулись. Значит, те, кто был из южных, они уже не вернулись, а осели в северных селах, где есть кварталы в правобережном Кировском районах, например, кварталы есть южан, вам их покажут, значит, всегда. Это кто такие? Это те, кто был оттуда снят и выброшен в Ингушетию. Значит, так, куска отрезали, все, готовили к тому, чтобы, точно так же, как вы думаете, что Балкарию, когда балкарцев, значит, депортировали, отдали кабардинцам, что ли? Нет, она вошла в состав Грузии. Никаких кабардинцев. Значит, то есть, вот так строилась малая империя, провинциальная грузинская. Значит, вот потом вернули, правда, территории, но людей-то не вернули. Значит, почему нет осетин сейчас в Казбекском районе? Потому что вот тогда произошел вот этот основной удар.